Друзья перебирали разные варианты возможных действий, но не было ни одного реально правильного подхода для освобождения мальчика. «Кута, я не забыл твой поступок, когда мы только познакомились. Ради торжества справедливости ты готов был застрелить и своего товарища. То, что ты хочешь вернуть мальчика, это честно и справедливо. Я князь, князь не только по имени, но по духу и происхождению. Я надеюсь, что меня поддержит и князь Ратиани. Я иду в Дикло. Если муж не согласен, идем вместе. Хочу предупредить Илико и тушинцев, что я и мои люди, грузины, на стороне чеченца Куты, будем воевать с ними, пока не восторжествует справедливость». Александр Мачутадзе посмотрел на Мушни. Поправив на себе черкеску, князь Ратиани встал рядом с Александром Мачутадзе. «Я все эти годы предпринимал самостоятельные попытки вернуть мальчика, чтобы вас, моих грузинских друзей, не втягивать в эту историю». Абрек задумчиво посмотрел на них. «Кута, ты думаешь, что на все благородные поступки исключительное право имеешь только ты? Остави нам немного места в этих праведных делах», Мушни, улыбаясь, обнял чеченца. Как и договорились, Александр Мачутадзе и Мушни Ратиани в сопровождении нескольких горцев прискакали в крепость село Дикло. На подступах к крепости им дорогу преградили вышедшие из-за скалы несколько вооруженных горцев. «Кто такие и куда следуете?» — их разглядывал горец с длинным кремневым ружьем, вышедший вперед своих товарищей. «Мы князья Мачутадзе и Ратиани. Мы по делу к вашему старейшине и хотим увидеть князя Гилавани». Александр всем своим видом показывал серьезность своих намерений. Тушинец сделал небольшую паузу, раздумывая о чем-то, затем подозвал одного из своих товарищей и что-то шепнул ему на ухо. Тот быстро прошел за скалу и через минуту поскакал в Дикло. Спустя полчаса из Дикло прискакала группа вооруженных всадников, состоящая из 5-7 горцев. Поприветствовав гостей, они предложили поехать за ними. Село, защищенное со всех сторон горами, ехали как в крепость. Всадники остановились перед большим каменным домом. Все спешились, гостям предложили пройти в дом. Александр и Мушни проследовали в дом. Их провожатые с конями остались стоять на узкой улице перед домом. Когда князья вошли в дом, в коридоре их встретил юноша и пригласил в комнату. Гости шагнули в большую комнату, где за столом сидело несколько человек, которые встали при входе гостей. «Пусть беда минует этот дом». Александр и Мушни направились к столу, к хозяевам дома. «И вам не хворать», — старец со шрамом на все лицо указал рукой на свободные стулья. «Что вас привело в наш забытый Богом дремучий край?» — усмешка пробежала по лицу старца. «Мальчик, мы хотим вернуть чеченского мальчика, который сейчас находится у вас в Дикло», — Мушни без вступления выложил цель их приезда. «А какое вы имеете право на мальчика? Это собственность князя Илико Гилавани, которая ему дана российской властью в отместку за убийство его сына чеченцем, отцом этого мальчика. За смерть своего сына он расплатился с лихвой, он убил отца и мать чеченского мальчика», — вступил в разговор Александр, не скрывая своего отвращения к князю Гилавани. «Это было бы так, если бы они были равны. Гилавани князь, смерть его сына и 10 убитых чеченцев не возместят», — старый тушинец начал уже раздражаться. Слушающий их спор Мушни улыбнулся. «Это ты так считаешь, но Кута думает совсем иначе. Он считает, что Илико должен будет ответить и за безвинно убитую чеченскую женщину. Чеченцам глубоко наплевать, что мы думаем о них. Им гораздо важнее, что они сами думают о себе. И, к твоему сведению, выше себя они не ставят никого, кроме Всевышнего Творца». Князь сверлил взглядом тушинца. Возмущенный старец вскочил. «Что вы все заладили, Кута да Кута? Кто он такой и что он может сделать?» «Ну что ж, думаю, самое время передать послание Куты». Мушни с довольным видом посмотрел на старейшину тушинца в Дикло. Александр удивленно посмотрел на Мушни, так как Кута ничего не передавал. «Кута просил вам передать, уважаемый старейшина, во избежание ненужных жертв решить этот затянувшийся спор боем на ваш выбор. Боем саблями, кинжалами, пистолетами. Он готов сразиться с любым из вас, кого вы определите», — торжественно сообщил Сван и сделал это с большим удовольствием. Старец смотрел на князя.
Он прожил долгую и сложную, чреватую опасностями жизнь. Он догадывался, что Кута этого не передавал, но при этом был наслышан об этом дерзком чеченском обреке, о его силе и не имеющем границ мужестве. Тушинец точно так же, как и сванский князь, знал, что тот с удовольствием пойдет на любой поединок, а там чеченец уже своей стихии. Он также понимал, что по первому зову Куты прискачет и отряд кистинцев, которые живут тут же под его боком. «Мальчик не наш, мы не можем по нему принять решение. Если Гиловани отдаст, забирайте. Но если нет, мы мальчика не отдадим. Мы обещали и договорились. Если Кута хочет устраивать бои, пусть едет к Хевсурам. Это они у нас рыцари». Посмотрел старец то на одного, то на другого князя. «Сейчас мои люди пригласят сюда князя Гиловани. Если сможете с ним, договоритесь». Старец дал знать, что с ним переговоры закончились. Прошло полчаса или чуть больше. Все молчали, когда в сопровождении двух своих племянников вошел князь Гиловани. Он подошел к столу и усталым взглядом посмотрел на горцев, вставших при его входе. Он подал руку седому старцу Тушинцу, князю Мачутадзе. Не подавая руку Мушни, он сел и посмотрел на него. «Что ты меня преследуешь? Ты пытаешься придать забвению фамилию рода Гиловани?» Князь с презрением смотрел на Ратиане. «Вы действительно постарели, князь, если уже путаете, кто вам враг, а кто друг. По миру ваш княжеский род пустили не ратиане, а дадашкелиане. Они и сейчас вас не балуют. А у меня от былого величия княжеского рода ратиане осталось только честное имя, которым я горжусь. Нет богатства и былого влияния рода, но я горжусь тем, что свою честь не продал и не променял ни на что», торжественно, словно клятву произнес на одном дыхании Мушни. «Илико, надо отдать мальчика. Мы договоримся, чтобы чеченцы примирились со смертью женщины-чеченки. Чего бы ему это ни стоило, Кута не отступится. Он заберет мальчика рано или поздно. Если ты убьешь мальчика, он убьет тебя», вступился в разговор Александр. «Я не могу его отдать и не отдам, чего бы мне это ни стоило. Я дал клятву у гроба моего сына Джоки и поклялся, что из этого чеченского щенка сделаю христианина. Не просто христианина, а священнослужителя, призывающего убивать чеченцев и идущего впереди в борьбе с ними». Глаза старого князя закатились, на лице появился звериный оскал, как будто он был на сеансе с самим дьяволом. Все застыв смотрели на старого князя. Старец Тушинец не сводил с него удивленного взгляда, как будто он только его и увидел. «Откуда в тебе столько злости и презрения? Мы столетиями живем вместе на Кавказе, и христиане, и мусульмане, и иудеи. Да, всякое бывает, но нет презрения. Есть осознанное уважение друг к другу». Мушни искренне возмутился. «Будь на месте чеченца любой другой, он удар моего сына Джокия, князя, воспринял бы с пониманием. Его право это сделать, он князь», в сердцах бросил Илико. «А чеченцам плевать на наши титулы, будь мы князья, ханы, беки или властители мира. Для них священны только честь, дружба и неприкосновенность гостя». Мачутадзе весело посмотрел на присутствующих. Если задуматься, настоящие князья на Кавказе на самом деле чеченцы. «А мы лишь так себе», — подытожил Александр. Заговорил до сих пор молчавший тушинский старейшина. «Вы много говорите, и непонятно, мальчика отдаете или нет?» — посмотрел он на князя Гиловани. «Нет, я тебе заплатил сполна. Я клятву не нарушу, а мальчика отправлю хоть в Иерусалим, но сделаю из него христианина». Старый князь дал знать, что разговор окончен. Мачутадзе встал, следом за ним и ратиане. «Хорошо, тогда мы ставим вас в известность, что вместе с чеченцами мы вступим в бой с вами ради торжества справедливости», сообщил Александр их решение Илико и Тушинскому старцу. «И вы 100 человек, вооруженных лишь ружьями и карабинами, хотите взять Дикло?» усмехнулся старый тушинец, давая знать, что они за ними следят и знают, сколько их. «Нет, придут еще чеченцы, кистинцы поддержат, их 1000. Они возьмут, что им надо», — отпарировал Александр. Тушинец встал. «Нас взять не получилось и армия императора Македонского, и падишаху Персии, а чеченцам тем более мы не по зубам», — высокомерно обвел взглядом князей старейшина тушинцев.
В этой скорлупе, возможно, вы и сильны, но не забывайте, вне крепости вас всегда будут поджидать чеченцы. А кто из вас там сильнее, вы и без меня знаете неплохо. Мушни назидательно посмотрел на тушинцев, вставая. Князья направились к выходу. На пороге Мачутадзе остановился и посмотрел на старого тушинца. И я не знаю, какими обязательствами вы связаны с Илико, но если чеченцы вступят с вами в бой, мы на их стороне будем с вами воевать.